Ежемесячные доплаты в размере 1000 рублей будут получать пенсионеры по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2020 года. А пенсионерам, имеющим почетные звания, размер пенсии увеличат на 500 рублей. Пенсионерам, работавшим на подземных работах, 500 рублей. Лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, 700 рублей. Круглым сиротам 1000 рублей. Инвалидам труда 1, 2, 3 группы в размере 1000 рублей. Инвалидам с детства в возрасте до 16 лет, а также инвалидам после 16 лет 1 и 2 группы в размере 500 рублей. И пенсионерам, получающим социальные пенсии, в размере 850 рублей. Решением правительства ликвидировано республиканское унитарное предприятие «Абхазвено» в силу того, что данный объект является неликвидным, то есть не функционирует и нет выгоды держать его на балансе у государства. Государство не может вкладывать в те объекты, которые в советское время создавались огромные. Сегодня таких объемов государственных инвестиционных проектов не можем рассматривать. Поэтому этот объект приватизирован в Гудаутах, имеет инвестора и есть инвестиционное соглашение, по которому идем дальше. При выполнении инвестиционного соглашения на этом предприятии будет второй винзавод, очень такой достойный, правильный. Я сужу по объему вложений в этот завод. Члены правительства отозвали неиспользованные средства из резервного фонда Кабинета министров в размере 250 тысяч рублей, которые ранее были выделены общественной благотворительной организации. А Министерству здравоохранения и соцобеспечения выделены средства на единовременную выплату к Новому году финансовой помощи многодетным семьям. 13 семьям с 7 детьми по 10 тысяч рублей предполагается выплата, 3 семьям с 8 детьми по 12 тысяч рублей предполагается выплатить, 2 семьям с 9 детьми 14 тысяч рублей, по 14 тысяч рублей на семью, и 1 семье с 10 детьми 16 тысяч рублей на семью. Проект предполагает также выделение средств аппарату правительства на покрытие расходов, связанных с проведением 18-й межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. На заседании были установлены нормы положенности автотранспортных средств. Речь идет о нормативно-правовом порядке закрепления количества транспортных средств в центральных и местных органах госуправления, за исключением Минобороны, МЧС и МВД. Устанавливается предельная стоимость транспортного средства для руководителя центрального органа госуправления, для заместителя центрального органа госуправления, для иных сотрудников данных указанных органов. Однако данное постановление содержит в пункте 3 важный момент, что центральным и местным органам госуправления необходимо представить в Кабинет министров Республики Абхазия согласованный акт, в котором будет указано количество транспортных средств, действительно необходимых каждому органу. Кабинет министров Абхазии утвердил лесосечный фонд и перечень лесовосстановительных работ в Абхазии на 2020 год. Объем вырубки леса в следующем году сократится на 1000 кубометров и составит 28 580 кубометров. Из общего объема леса более 19 тысяч кубометров составит бук, 8,5 тысяч хвойные породы деревьев и 420 кубометров ольха. Решением правительства яхт-клубу Гудаута предоставлен участок земли в селе Лыхны для устройства лодочной станции, а обществу с ограниченной ответственностью «Гром» право использования участка земли в селе Каман для добычи подземной питьевой воды. В ходе заседания правительства премьер-министр Валерий Бгамба обратился к руководству Госуправления по экологии и охране природы с требованием проследить за тем, как выполняется распоряжение о запрете заготовки пихты и ели для проведения новогодних праздников. Вдоль республиканской трассы организована несанкционированная продажа елок. Валерий Бгамба возмутился этим фактом и потребовал от соответствующих служб принять меры. Аля Катрап, Штамас Чиковани, Абхазское телевидение.